Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Владимир Путин призвал правительство начать массовую вакцинацию против коронавируса. В Оленёкском районе торжественно запустили дизельную электростанцию. Как это скажется на местных жителях? Обеспечить жителей свежей, экологически чистой продукцией. Расскажем, как развивают сельское хозяйство в Ленском районе. Начать масштабную вакцинацию против коронавируса поручил правительству страны президент Владимир Путин. «Давайте сделаем этот первый шаг», сказал глава государства на совещании в режиме видеоконференции, посвященном открытию новых специализированных медцентров для пациентов с COVID-19. Путин также отметил, что количество произведенных доз вакцины в ближайшее время достигнет более 2 миллионов. Это дает возможность начать, если не массовую, то масштабную вакцинацию, прежде всего 2 групп риска – врачей и учителей, сказал президент. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила наличие возможности начать массовую вакцинацию уже в декабре. Мы оценили наши возможности, сейчас завершаем подведение итогов. У нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре. Сейчас мы оцениваем первые приоритетные группы населения. 2 из них вы упомянули, это врачи и педагогические работники. Но мы даже сейчас рассматриваем более широкий состав для того, чтобы иметь возможность вовлекать их в эту вакцинацию. Безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно. И на этой неделе, я надеюсь, я просто уверена, я же не надеюсь, а уверена, что мы завершим все подготовительные мероприятия для того, чтобы доложить вам о готовности масштабно начать ее на следующей неделе. В Оленёкском районе торжественно ввели в эксплуатацию дизельную электростанцию. В мероприятии принял участие глава Якутии Асан Николаев. Ввод объекта значительно повысит надежность электроснабжения не только жителей села Оленёк, но и потребителей села Харыялах с населением более 3000 человек, расположенного на противоположном берегу реки. Глава республики отметил, что объект построен по линии Якутскэнерго. Руководитель региона подчеркнул, что автоматизированная ДЭС уже начиная со следующего года позволит экономить до 75 тонн дистоплива, что для Оленёкского района значительный объем. Проблема дизельной энергетики, вообще энергетики в целом на северах – это отдельный вопрос, который требует постоянного внимания, потому что от этого, безусловно, зависит не только здоровье, но в наших условиях и жизнь непосредственно человека. И я доволен тем, что сегодня здесь в Оленьке появилась замечательная новая дизельная электростанция, автоматизированная, которая позволит уже, начиная со следующего года, экономить до 75 тонн дистоплива. Это для Оленька большой объем, будет гораздо более современной, более, скажем так, устойчивой. И, конечно же, это и условия труда для тех людей, которые сегодня трудятся на электростанции. В поселке Нижний Бестях на берегу реки Лены торжественно открыли канализационно-очистную станцию. Сооружение с помощью биологических бактерий очищает в сутки 200 кубических метров фекальных вод. Сюжет из Мегино-Кангаласского района. Станция очистки фекальных вод состоит из 6 блоков контейнеров. Таким образом, она является модульной. Пробный запуск был произведен еще в марте этого года. На полную мощность станция вышла с октября месяца. В день по несколько раз сюда привозят коммунальные отходы из многоквартирных жилых домов поселка. Фекальную воду машины сливают в 100-кубометровую емкость, которая находится под землей. Оттуда она выкачивается специальным насосом и, пройдя несколько этапов очищения, выбрасывается уже через вон ту трубу в протоку реки Лена. Естественно, сливаемая очищенная вода должна отвечать по качеству по всем стандартам. Тут улавливаются крупные частицы мусора, половые тряпки и тому подобное. Потом идет в усреднитель. В усреднителе перемешивается для получения однородной плотности, для того, чтобы происходила очистка.
Водоочистная станция рассчитана для эксплуатации в условиях при минус 60 градусов. Содержанием станции занимается общество с ограниченной ответственностью «Коммунтеплосервис». Здесь всего 3 работника. Они работают, не покладая рук. И ребята очень подобраны, хорошие, грамотные. Они и знают электрику, и знают, значит, инженерную часть, и знают этих микробов, бактерий. Все знают. Они биологи. Для реализации данного экологического проекта потрачено более 36 миллионов рублей. Это считая проценты и проведенные за свой счет работы, из которых по 7 миллионов рублей было выделено из районного и поселкового бюджета. Отличие сооружения заключается в том, что здесь здание не строится. Строится только свайное поле, фундамент, и на нем стоит вот модульный такой контейнерный вариант очистной станции. В дальнейшем есть планы на расширение, построить еще одну водоочистную станцию в поселке Нижний Бестях, а также есть планы относительно села Тамтор Мигино-Кангаласского района. Проект уже готов. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. Профилактические беседы с жителями Якутска провели сотрудники МЧС. Как отмечают в ведомстве, ежегодно с наступлением зимы увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах. Чтобы не допустить возникновения пожаров и гибели в них людей, в течение месяца в Якутии проходит операция «Жилище-2020». Так проводят беседы с населением о пожарной безопасности в быту, раздают памятки, напоминают номера телефонов экстренных служб. Особое внимание уделено семьям с детьми, инвалидам, а также пенсионерам. Всего с начала года, согласно статистике, в регионе произошло почти 2500 пожаров, на которых погибли более 60 человек. У меня татаринов есть. Строительство детских садов в настоящее время завершают в Якутске, Нюрбе и селе Сунтар. Финансировали объекты из федерального бюджета по нацпроекту «Демография». Об этом нашему телеканалу сообщили в Министерстве образования региона. Что касается школ, то в столице до конца года завершат пристрой школы номер 31. Также до аналогичного срока в селе Хандыга Тампонского района будет готова к работе многофункциональная гимназия на 220 мест. Кроме того, в этом районе по линии добрых дел введут новый детсад. А всего в Якутске до 2024 года построят 12 объектов по линии государственно-частного партнерства. Итого, если нормально будет, там точку с руководством под руководством республики будет точку ставить, и тогда мы будем обеспечить по городу Якутску порядка 9000 мест. И помимо этого мы работаем на перспективу. Вот потом заявились в инвестбюджет по проектно-сметной документации, по финансированию проектно-сметной документации 10 объектов. Дополнительное профобучение 1000 бойцов студотрядов планируют организовать в Якутии. В этом году обучение прошли свыше 400 человек. Об этом рассказал руководитель штаба регионального отделения молодежной организации «Российские студенческие отряды» Айсен Соловьев. По его словам, в декабре планируют начать пробное обучение примерно 20 человек. Оно должно пройти при поддержке регионального центра опережающей профподготовки совместно с образовательными организациями. Курсов много по строительному направлению. Это электросварщик, штукатур, маляр, каменщик, бетонщик, облицовщик, а также по сервисному направлению, отметил Айсен Соловьев. Одна из основных задач главы Ленского района – обеспечить местных жителей свежей, экологически чистой продукцией. Поэтому развитию сельского хозяйства в Ленске уделяют огромное внимание. Поддержку оказывают практически каждому сельхозпроизводителю. Материал Светланы Болеевой. Последние 2 года в Ленском районе уделяется пристальное внимание развитию сельского хозяйства. Такого не было давно. С приходом нового главы в районе заработала животноводческая ферма в селе Бичинча. В этом году в селе Батамай телятник на 200 голов. В начале следующего года планируется ввести в эксплуатацию новый молочный цех. Уже в этом году началось строительство коровника на 120 голов в селе Артанахара. Также по линии программы по развитию сельского хозяйства в Ленском районе у нас было приобретено, закуплено и доставлено новые молокоприемные пункты. Это 2 новых молокоприемных пункта в селе Артанахара и в селе Бичинча. В следующем году мы также планируем приобретение новых молокоприемных пунктов. Увеличивается поголовье крупного рогатого скота, благодаря чему растет объем заготовки молока.
В этом году мы договаривались на 200 тонн молока, а на данный момент мы уже 200 тонн сдали уже в августе месяце, и вот еще добавили 100 тонн, на 300 тонн. Администрация Ленского района во главе с главой нашего района очень нам помогает, всегда поддерживает. Как вы уже знаете все, то, что в прошлом году, в конце 2019 года нам построили новый коровник, это тоже не без поддержки нашего района. Одним из крупных предприятий района является Батамайское. Сегодня поголовье скота увеличено до 560 голов. В день надой молока составляет 1,5 тонны. Помимо этого, предприятие закупает молоко и у личных подсобных хозяйств. Выпускает 7 видов молочной продукции, которая реализуется в фирменном магазине самого предприятия, также в большинстве магазинов города. Предприятие ежегодно расширяется. Сегодня полным ходом идет строительство сывоварни. Строители уже завершили работы по возведению самого здания. Сейчас ведутся работы по введению туда тепла. После того, как введут тепло, начнется внутренняя работа. Часть оборудования мы уже приобрели, оно уже доставляется. По плану мы планируем уже в январе-феврале начать монтаж оборудования. В районе планируется строительство «Канибас». Завершается капитальный ремонт по переработке мяса, рыбы, дикоросов, производство чистой воды и пекарни. Выдаются субсидии из местного бюджета на покупку техники для сельхозпроизводителей. Мы им возмещаем часть затрат за приобретенную технику или на финансовое обеспечение по приобретению новой техники. У нас в течение 2-3 лет последних приобретено очень много техники именно нашими сельхозтоваропроизводителями. Поддержка сельского хозяйства будет продолжаться. В бюджете района на следующий год на эти цели заложено 120 миллионов рублей. Светлана Полеева, Денис Семенов, Ленск. Возобновлен прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Якутии. По сообщению Минспорта Республики, с учетом текущей эпидситуации, работа центров тестирования допускается при условии половины от возможной загруженности спортзала. Как сдают нормативы ГТО во время пандемии, выяснял Юрий Осипов. Аэлита в этом году выпускается из школы. Решила сдавать нормативы ГТО, чтобы получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Признается, что это нелегко, но ей помогла спортивная подготовка. В детстве Аэлита занималась аэробикой и легкой атлетикой. Я особо не готовилась. Просто я думала, что... верила в себя, что сдам. Самое сложное для меня – это бег на длинные дистанции. А вот самое легкое – это силовые и гибкость. Нормы ГТО рассчитаны на проверку всех физических данных. Так, желающие сдают нормативы на силу, скорость, выносливость, гибкость и меткость. В декабре мы уже каждую среду принимаем манежи силовые и беговые упражнения. Четверг в Чалбоне, бассейне уже плавание. И футбольные манежи в Дохсуне каждую пятницу стрельбу принимаем. Сдача нормативов проводится с соблюдением всех мер по недопущению распространения COVID-19. Так, объект, на котором принимаются нормативы, должен быть заполнен не более чем наполовину. Кроме этого, обязательно требуется медицинская справка о допуске к занятиям физкультурой. Комплекс ГТО проводится для выпускников. Дополнительные баллы к ЕГЭ добавляются, а взрослое население можете прийти и проверить свои физические данные. Не более 15 человек допускается в объекте, 50% человек можно допускать. В этом году на сдачу нормативов ГТО записались более 115 тысяч якутян. Больше 40 тысяч уже прошли тестирование, и более 10 тысяч из них получили знаки отличия. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.